Здравствуйте! Представляем вам видеокурс «Разработка планов управления ООПТ». Пройдя этот курс, вы получите следующие знания и навыки. Что такое план управления ООПТ и для чего они предназначены? Что включает в себя руководство по разработке планов управления ООПТ? Как определить стратегические направления и цели при разработке планов управления ООПТ? Как распределять план управления на программы и мероприятия? Каковы требования к разработке мероприятий? Плана на основе программного бюджета. Как составлять расчетно-технические карты мероприятий планов управления ООПТ. Курс состоит из 4 модулей: планы управления ООПТ и руководство по их разработке, цели, стратегические направления, задачи и мероприятия планов управления ООПТ, разработка мероприятий, плана на программной основе и их мониторинг, расчетно-технические карты мероприятий планов управления ООПТ. Сейчас мы рассмотрим первый модуль курса «Планы управления ООПТ и руководство по их разработке». Первое. Управление окружающей средой, как и другие процессы управления, будет эффективным только при наличии эффективного планирования, на основе которого принимаются управленческие решения, подкрепленные знаниями об объекте управления, анализы происходящих с ним изменений и намеченными мероприятиями. Второе. План управления определяет цели и задачи ООПТ, намечает программу развития, пути достижения целей, бюджет и источники финансирования, определяет заинтересованные организации и лица, ответственные за планирование и реализацию программ. План управления ООПТ – официальный документ, определяющий стратегию управления ООПТ на определенный период. Помимо целей, задач управления и мероприятий, этот документ обосновывает материальные затраты на проведение необходимых работ, определяет ожидаемый результат от мероприятий и включает программу мониторинга, позволяющую оценить эффективность управления ООПТ. План управления ООПТ не просто документ, а инструмент, позволяющий создать реалистичную модель развития ООПТ на определенный период. Здесь показаны общая информация об ООПТ, мероприятия и бюджет, показатели, индикаторы результативности. Очень важно отметить, что разработка планов управления ООПТ – это коллективная работа, объединяющая все отделы ООПТ, все заинтересованные стороны, экспертов и организации. Планирование управления ООПТ – последовательный, непрерывный и гибкий процесс, способный реагировать на внешние изменения. Планы управления играют важную роль в системе стратегического управления охраной окружающей среды. Именно они, обеспечивая информационный поток снизу вверх, формируют основные потребности стратегии развития природных ресурсов и в особенности ее разделы, связанные с сохранением биоразнообразия, как это показано на схеме. Отраслевая стратегия, в свою очередь, ориентирует планы управления сверху вниз по главным направлениям развития, национальным проектам, ресурсным и пространственным ограничениям. Если говорить о нормативной базе, на которую опирается процесс разработки планов управления, то в нее входят такие инструкции, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, как инструкция по разработке финансовой стратегии ООПТ Кыргызской Республики, инструкция по формированию, рассмотрению и исполнению бюджетов на программной основе для ООПТ. Но основным инструктивным документом здесь является руководство по разработке плана управления ООПТ. О нем мы сейчас поговорим подробно. Разработка-реализация плана управления – это последовательный процесс, способный реагировать на внешние изменения. Он включает в себя создание рабочей группы для разработки планов управления ООПТ, сбор данных для анализа текущей ситуации ООПТ, разработка или обновление плана, включая определение целей, задач, мероприятий, ожидаемых результатов и бюджета. Реализация мероприятий плана
которая сопровождается мониторингом, оценкой эффективности управления. Все эти шаги описаны в руководстве. ООПТ при разработке плана управления и организации процесса планирования придерживается следующих принципов. Максимальное участие сотрудников учреждения в подготовке и реализации планов. Привлечение к процессу планирования заинтересованных сторон. Непрерывность процесса планирования. Разработанные планы будут служить основанием для будущих планов, а последующие планы будут разрабатываться на основании предыдущих с учетом уроков и эффективности их реализации. Гибкость планирования с возможностью внесения изменений в ранее принятые решения согласно меняющимся условиям в рамках поставленных целей и задач, то есть применение механизмов обратной связи и исправления планов. Теперь переходим непосредственно к руководству по разработке планов управления ООПТ. Самая важная его часть описывает разделы, которые должны быть в плане управления. К их разработке нужно приступать после создания расширенной рабочей группы, согласования графика разработки плана управления, подготовки списка необходимой информации и источников ее получения, определение методов анализа информации и распределения обязанностей между членами рабочей группы. Следующие разделы должны быть включены в план управления. Раздел 1. Анализ текущей ситуации в ООПТ. Раздел 2. Управление ООПТ. Раздел 3. План действий и бюджет на планируемый период. Далее поясним, какая информация включается в каждый из разделов. Первый раздел «Анализ текущей ситуации в ООПТ» должен раскрывать следующую информацию. Основная информация по ООПТ, юридический статус и история ООПТ, цель образования ООПТ, расположение, площадь и возможность входа в ООПТ, физические и географические характеристики ООПТ, флора и фауна ООПТ, растения, животный мир, исторические и культурные объекты ООПТ, функциональные зоны ООПТ, границы ООПТ, функциональное зонирование, особенности землепользования ООПТ, социально-экономические условия и особенности региона, демография, обеспечение работой населения и его доходы, социально-экономическое значение ООПТ для региона, заинтересованные стороны и их участие в управлении ООПТ, существующие и потенциальные конфликты между ООПТ и местным населением, связанные с природными ресурсами ООПТ. Все это должно быть описано кратко и информативно. Процесс управления ООПТ охватывает широкий круг вопросов: планирование, управление и администрирование, эффективная защита охраняемых территорий, проведение мониторинга, учета и анализа, деятельность, приносящая доходы, управление человеческими ресурсами, инфраструктура ООПТ, материально-техническое обеспечение. Эти вопросы взаимосвязаны и требуют анализа при разработке плана управления. Для этого второй раздел управления ООПТ должен содержать информацию по следующим аспектам. Административно-хозяйственные характеристики ООПТ. Характеристика текущей базовой деятельности ООПТ. Определение приоритетных ценностей ООПТ на планируемый период. Для каждого из этих подразделов важно определить в плане основные потребности, проблемы и слабые стороны ООПТ, препятствующие эффективно осуществлять деятельность ООПТ. Остановимся подробнее на каждом из этих подразделов. Согласно изучаемому нами руководству, административно-хозяйственные характеристики ООПТ должны включать в себя характеристику человеческих ресурсов, квалификация, численность и потенциал персонала ООПТ, анализ потребностей по улучшению кадровых ресурсов ООПТ, включая потребности в повышении квалификации, описание инфраструктуры ООПТ, детальный перечень объектов инфраструктуры и их состояния, вопросы материально-технического обеспечения, количество и состояние основных средств, например, автотранспорта, оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря, информационных систем. Административно-хозяйственные задачи ООПТ на планируемый период формируются на основе базовых функций ООПТ как юридического лица.
Следующий подраздел «Характеристика текущей базовой деятельности ООПТ» детально описывает следующие главные направления деятельности ООПТ. Обеспечение охраны территории ООПТ, противопожарной безопасности, сохранение и восстановление природных комплексов и объектов, развитие научно-исследовательских работ, экологическое просвещение, развитие экологического туризма и рекреации, ведение ограниченной хозяйственной деятельности. Далее разрабатывается подраздел определения приоритетных ценностей ООПТ на планируемый период. Для этого сначала осуществляется выбор приоритетных ценностей. Нужно особо отметить, что для защиты и сохранения той или иной ценности и создается ООПТ. В данном подразделе нужно ограничиться только главными приоритетами на период действия плана, то есть теми ценностями, сохранение которых или улучшение состояния которых ввиду различных угроз является приоритетным на период плана. Такими ценностями могут быть экосистемы или их участки, виды и места обитания животных, виды растений и участки их произрастания, природные комплексы, памятники истории и культуры, рекреационные ресурсы и другие ценности, которые на момент разработки плана наиболее подвержены угрозам исчезновения или снижения качества. Для того, чтобы правильно описать приоритетные ценности в плане, нужно для каждой из них привести краткие характеристики. Угрозы и причины негативных изменений состояния приоритетных ценностей, включая масштаб угроз, их интенсивность, частоту или периодичность, индикаторы состояния приоритетных ценностей с текущим и целевым показателями, показателей состояния объектов ООПТ, описывающих его биологические и экологические характеристики. Задачи по управлению приоритетными ценностями ООПТ на планируемый период с указанием ожидаемых результатов по изменению состояния приоритетных ключевых ценностей. В отличие от административно-хозяйственных задач, природоохранные задачи могут быть разными для разных ООПТ, отражая экологические и биологические особенности территории и текущее состояние ключевых ценностей. Мы с вами ознакомились с тем, какое содержание предписывает руководство для первых двух разделов плана управления: анализ текущей ситуации в ООПТ и управление ООПТ. Теперь перейдем к третьему разделу плана – план действий и бюджет. Для правильной разработки этих важных элементов плана управления необходима логическая структура. Задачи, мероприятия, бюджет. Задачи и мероприятия связаны с направлениями, уже разработанными для второго раздела плана – управление ООПТ. Они включают мероприятия для выполнения административно-хозяйственных задач ООПТ, мероприятия для выполнения задач по текущей базовой деятельности ООПТ, мероприятия для выполнения задач по приоритетным ценностям ООПТ. Для каждой задачи разрабатывается набор действий, необходимых для ее выполнения с учетом обозначенных проблем. Эти действия и являются мероприятиями. Разработанные таким образом мероприятия вносятся в формат, который связан с программным бюджетом ООПТ. Они разносятся по соответствующим бюджетным мерам. Теперь переходим к разделу «Бюджет». Как мы только что упомянули, бюджет для плана управления тесно связан с бюджетом на программной основе, который ООПТ разрабатывает по соответствующей инструкции. Посмотрите, как осуществляется эта связь. Стратегическая цель и стратегические задачи природоохранной отрасли разрабатываются на уровне министерства и связаны с отраслевой стратегией развития республиканского уровня. Бюджетная программа по сохранению биоразнообразия планируется и координируется департаментом, а вот бюджетные меры и мероприятия из программного бюджета планируются и реализуются на уровне ООПТ в прямой привязке к плану управления, то есть мероприятия плана управления связаны с финансированием бюджетных мер и мероприятий, а их ожидаемые результаты с индикаторами результативности программного бюджета.
Бюджет должен быть привязан к объектам управления, задачам и мероприятиям. Для каждого мероприятия рассчитывается стоимость с использованием нормативного метода или метода прямого расчета затрат. Для бюджета каждого мероприятия определяется источник финансирования. В таблице приведен пример распределения мероприятий плана в их привязке с бюджетом на программной основе. На этом мы заканчиваем первый модуль, из которого мы узнали, что план управления – важный документ, определяющий направление деятельности ООПТ, включающий в себя разделы, подготовка которых регламентируется руководством по разработке плана управления ООПТ. Кроме задач и мероприятий, план управления должен содержать бюджет, тесно привязанный к программному бюджету ООПТ. Теперь мы можем перейти ко второму модулю нашего курса. Ну а теперь перейдем ко второму модулю под названием «Цели, стратегические направления, задачи и мероприятия планов управления ООПТ». В первом модуле мы уже говорили о том, что план управления ООПТ состоит из направлений, задач и мероприятий. Здесь мы подробнее рассмотрим эти важные элементы планирования. Прежде чем определиться с целями и задачами, нам нужно понять, какой информацией можно воспользоваться, чтобы точнее их обрисовать. Нужно помнить, что план управления ООПТ должен основываться на требованиях природоохранного законодательства Кыргызской Республики к категории данной ООПТ по режиму охраны и пользования природными ресурсами, положении об ООПТ, утвержденном в установленном порядке, материалах по земле, лесоустройству, стратегиях, программах развития и планах действий, принятых для отрасли, территориальных, региональных программах развития области, района, аильного аймака, местных программах экономического развития, инструктивно-методических документах по управлению отраслью и стратегическому планированию. Чтобы понять, как связаны между собой цели, задачи и мероприятия плана управления, нужно рассмотреть основы целеполагания. Для того, чтобы разработать план или стратегию развития, в первую очередь нужно понять или проанализировать потребность. Далее необходимо сформировать видение цели, затем разработать план действий. Действия будут осуществляться при помощи ресурсов, которые нужно найти. После этого можно приступать к реализации идеи, а по окончанию реализации оценить результаты. Планирование в целеполагании осуществляется согласно иерархии целей или так называемого дерева целей, где главенствует общая цель, достижение которой означает достижение желаемого состояния организации или отрасли. Общая цель, хоть и должна быть измеримой, все же слишком обширна, чтобы выводить из нее конкретные мероприятия, например, сохранение биоразнообразия на территории республики. Для этого сначала нужно разбить ее на подцели более узкой направленности, например, предотвращение исчезновения видов местной фауны или местной флоры. Подцели помогут сформулировать задачи. Задач для каждой подцели может быть несколько, и они уже тесно связаны с основными функциями ООПТ. Задачи можно разбить на мероприятия, которые необходимы для выполнения этих задач. Также устроен и план управления ООПТ. Для того, чтобы обеспечить единообразие планов управления и общий подход к ним, а также для того, чтобы облегчить ООПТ их разработку, рекомендуется использовать готовый, выверенный при помощи опыта, теории и упомянутых выше источников информации набор задач для планов управления ООПТ. Административно-хозяйственная деятельность ООПТ, обеспечение охраны территории и противопожарной безопасности, сохранение и восстановление природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, мониторинг природы, учет и научно-исследовательская деятельность, экологическое просвещение и работа с населением, развитие экологического туризма и рекреации, ведение ограниченной хозяйственной деятельности. Теперь рассмотрим, как рекомендуется раскрывать перечисленные задачи для того, чтобы правильно сформировать план управления ООПТ. Начнем с первой задачи – административно-хозяйственная деятельность ООПТ.
Сюда мы отнесем все, что нельзя отнести к функциональным направлениям нашей деятельности. Например, повышение уровня квалификации работников ОАПТ, текущие расходы на содержание зданий и сооружений, инфраструктурных объектов, техники, задействованных сразу в нескольких направлениях деятельности, управление финансированием ОАПТ из государственного бюджета, обеспечение реализации планов управления, закупки. Вторую задачу – обеспечение охраны территории и противопожарной безопасности – можно разбить на следующие основные подзадачи, для которых будут намечены мероприятия: осуществление специальных мер охраны по отношению к отдельным особо ценным природным комплексам и объектам, редким и исчезающим видам, уникальным экосистемам, памятникам природы и так далее. Развитие инфраструктуры территории, расположение и достаточность кордонов и иных объектов инфраструктуры, взаимодействие с правоохранительными и природоохранными органами, местными органами власти, соседними ОАПТ, населением и общественными организациями, борьба с экологическими правонарушениями, информационного обеспечения установленного режима и специальных охранных мер, установка и поддержание аншлагов и информационных знаков, ведение разъяснительной работы среди различных слоев населения и так далее, предупреждение, обнаружение и тушение лесных и иных растительных пожаров, регулирование разрешенных на ОАПТ и в ее охранной зоне видов природопользования, предупреждение и минимизация негативных последствий катастрофических явлений, борьба с антропогенным загрязнением территории, выявление источников загрязнения, применение соответствующих санкций, минимизация негативных последствий. Третья задача – сохранение и восстановление природных комплексов и объектов историко-культурного наследия может быть разбита на следующие подзадачи: поддержание естественного облика природных комплексов и исторически сложившегося облика культурных ландшафтов, путем проведения лесохозяйственных, биотехнических и иных мероприятий, восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, путем проведения лесовосстановительных, рекультивационных, реинтродукционных и иных мероприятий. При разработке раздела необходимо учитывать распределение особо ценных охраняемых объектов, мест концентрации животных, археологических памятников и так далее. Задачу 4. Мониторинг, учет и научно-исследовательская деятельность рекомендуется рассматривать как набор следующих подзадач: инвентаризация объектов флоры и фауны, мониторинг их состояния, ведение летописи природы, проводимые прикладные научные исследования, их методическое обеспечение, управление научной информацией, сохранение, пользование и другое, распространение научной информации, конференции, статьи, публикации и так далее. Пятая задача – экологические просвещение и работа с населением подразделяется на такие подзадачи: разработка и реализация образовательных программ и циклов по сохранению ОАПТ и биоразнообразия, организация и проведение экологических акций и мероприятий по защите природы, день посадки леса, день эколога, зеленое наследие и другое, воспитание экологической культуры у молодого поколения, тематические уроки в школах, круглые столы, семинары и другое, мероприятия по ознакомлению с экологией и территорией страны, изучение истории страны, традиций и обычаев местных жителей, оказание методической поддержки работы библиотек, школ и образовательных учреждений по экологическому просвещению. Для задачи 6 развития экологического туризма и рекреации можно рекомендовать следующие подзадачи: повышение экологической культуры населения, совершенствование зеленых экологичных технологий для развития инфраструктуры ОАПТ, повышение уровня оказания услуг туристам и другое, обеспечение доступного транспорта для объектов экотуризма, организация интересных и привлекательных объектов не только для специализированных экотуристов, но и для временно пребывающих туристов, привлечение местного сообщества для развития экотуризма на территории ОАПТ, борьба с неуправляемым и ненаблюдаемым туризмом, улучшение межструктурного взаимодействия органов власти с четким разграничением ответственности и усилением штрафных санкций за несоблюдение требований туристами,
Подготовка и сертификация профессиональных экскурсоводов и гидов, повышение их квалификации, увеличение количества комфортабельных зон в природной зоне за счет государственно-частного партнерства, глэмпинги и мобильные модули для отдыха. Седьмую задачу – ведение ограниченной хозяйственной деятельности можно разбить на следующие основные подзадачи. Выбор участков и проведение конкурсов для аренды, составление информационной базы арендаторов, выдача в пользование земель ОАПТ для развития экотуризма, выращивание сельскохозяйственной продукции и другое. Развитие пчеловодства, развитие подсобного хозяйства, сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства. Заканчивается второй модуль, из которого мы узнали основы целеполагания, подробно изучили 7 задач, рекомендованных для плана управления ОАПТ, из которых можно формировать мероприятия. Теперь мы переходим к третьему модулю нашего курса. Сейчас мы пройдем третий модуль курса, который называется «Разработка мероприятий плана на программной основе и их мониторинг». В предыдущем модуле мы рассмотрели вопросы формирования задач для плана управления ОАПТ. В этом же модуле мы расскажем о том, как сформировать мероприятия для этих задач таким образом, чтобы они были связаны с программным бюджетом. Напомним, что представляет собой программная структура бюджета министерства, его подразделений и подведомственных организаций и какое место в ней занимают программные бюджеты ОАПТ. Требования к формулировке стратегических целей и задач сектора в большой степени важны для верхнего уровня принятия решений, и данный модуль будет сосредоточен в основном на бюджетных мерах и входящих в них мероприятиях. Несмотря на то, что бюджетные программы, их цели, финансирование и индикаторы определяются на уровне министерства и департамента, требования к ним стоит привести в данном модуле, чтобы показать общую логику БПО. Бюджетная программа отражает одно из основных направлений деятельности министерства, предназначенное для выполнения одной из его стратегических задач. Особое внимание необходимо обратить здесь на 2 пункта, которые имеют отношение и к бюджетным мерам. Финансирование как таковое не является бюджетной программой или мерой, поскольку финансирование не может осуществляться ради финансирования. Поэтому никогда не употребляйте, пожалуйста, слово «финансирование» в наименованиях бюджетных программ, мер и мероприятий, а также при определении индикаторов результативности. И второй важный момент – общественная значимость. И бюджетные программы, и бюджетные меры не могут быть направлены на обеспечение деятельности самого министерства или подведомственной организации. Так же, как не может быть финансирование ради финансирования, не может быть и деятельности ради деятельности. Элементы программного бюджета должны демонстрировать полезность для конечного потребителя, а не для организации как таковой. Пример формулировки программ можно взять из действующего программного бюджета Министерства природных ресурсов. Бюджетная программа сохранения биоразнообразия. А целью этой бюджетной программы определено сохранение и улучшение биоразнообразия, в том числе восстановление численности популяции редких и исчезающих видов животного и растительного мира, устойчивое использование биоразнообразия Кыргызской Республики. План управления не содержит бюджетных программ. Он сам является элементом реализации общей для всей ОАПТ уже упомянутой бюджетной программы министерства. Бюджетные меры являются составными частями бюджетной программы, имеют отведенные им бюджетные ресурсы и сформулированные результаты деятельности. То, что мы называем в плане управления задачами, в программном бюджете отражается как бюджетные меры. Бюджетные меры являются способами достижения целей бюджетной программы, а в плане управления они в качестве задач служат для достижения общей цели плана управления. Здесь приведены примеры формулировки бюджетных мер из сферы ОАПТ. Прежде всего, нужно обратить внимание на бюджетные меры, которые носят административный характер.
Поскольку бюджетная программа по сохранению биоразнообразия у Министерства природных ресурсов пока одна, то и одна из бюджетных мер относится напрямую к работе департамента, отображая его расходы. Это бюджетная мера 1. Она не будет включаться в бюджетные заявки ОАПТ и планы управления. Теперь посмотрим на бюджетную меру 2. Каждое ведомство, включая ОАПТ, осуществляет административную деятельность, которая обеспечивает функционирование организации в целом, то есть влияет сразу на все направления. Расходы на такую деятельность очень сложно разделить по бюджетным мерам, поскольку они не сосредоточены на одном функциональном направлении. Это расходы на содержание руководства, бухгалтерии, отдела кадров, юриста и тому подобное. Для того, чтобы такие расходы не выпали из программного бюджета, они объединяются в административную бюджетную меру, которая в нашем случае называется «Координация и организация деятельности ОАПТ». Мы вполне можем соотнести ее с задачей 1 нашего плана управления – административно-хозяйственная деятельность ОАПТ. Остальные бюджетные меры 0306 в нашем примере отражают функциональные, то есть профильные направления деятельности ОАПТ, связанные с ними расходы и результаты. Они также вполне сопоставимы с задачами плана управления, которые мы рассматривали во втором модуле. Бюджетные меры делятся на мероприятия. Их определение необходимо для того, чтобы планировать и осуществлять мониторинг деятельности внутри ОАПТ. Бюджетные меры – слишком крупная категория для организации, непосредственно оказывающей государственные услуги. Мероприятия – это регулярные операции, работы, услуги, закупки, осуществляемые в рамках бюджетной меры, требующие бюджетного финансирования. Все без исключения направления деятельности ОАПТ должны быть отнесены к мероприятиям, а мероприятия к бюджетным мерам. Здесь для примера приведены некоторые из бюджетных мер и мероприятий из этого перечня для того, чтобы была понятна логика формирования набора мероприятий для плана управления ОАПТ. К формулированию мероприятий также предъявляются определенные требования. Мероприятия должны соответствовать задаче, то есть бюджетной мере, в рамках которой они осуществляются. Мероприятие должно быть конкретным. Подзадачи, которые мы рассматривали в предыдущем модуле, это группировки мероприятий в рамках одной задачи. А мероприятия должны описывать конкретные действия, как это было показано раньше на примере. Наименование мероприятий должно содержать точную формулировку, чтобы было понятно, что именно должно быть сделано, и чтобы можно было посчитать расходы на его осуществление. Мероприятия должны быть ориентированы на общественно значимый результат таким образом, чтобы не отражать деятельность ради деятельности, и чтобы для них можно было подобрать индикаторы результативности. Ранее мы говорили о том, что мероприятие требует бюджетного финансирования, поэтому для каждого мероприятия должна быть определена стоимость, то есть ежегодная сумма бюджетных расходов на его выполнение. Это необходимо и для программного бюджета, и для плана управления ОАПТ. Стоимость мероприятия зависит от деятельности, которая осуществляется в рамках данного мероприятия. Для определения расходов необходимо выбрать, к какому типу относится данное мероприятие. Существует несколько типов мероприятий. Группировка функций отдельного подразделения ОАПТ, работающего по определенному направлению. В этом случае стоимость мероприятия состоит из расходов на содержание данного подразделения, определяемых по категориям операционных расходов: оплата труда работников, использование товаров и услуг, проценты, субсидии, гранты, социальные пособия и выплаты, другие расходы. И расходам по операциям с финансовыми, нефинансовыми активами и обязательствами. Регулярно повторяющиеся операции, например, закупки, высадка насаждений, стоимость которых определяется исходя из планируемой годовой сметы расходов, также по статьям экономической классификации, на проведение этих мероприятий. Мероприятия, включающие капитальные расходы, стоимость которых определяется исходя из сметной стоимости капитальных расходов по проекту на планируемый период. В случае осуществления одного мероприятия несколькими структурными подразделениями, стоимость мероприятия включает сумму общих расходов по всем подразделениям, осуществляющим мероприятие.
Если имеется обратная ситуация, когда одно структурное подразделение или сотрудник реализует несколько мероприятий и расходы на содержание этого подразделения или сотрудника, заработная плата, отчисления на социальное страхование, транспортные расходы, прочие выплаты, невозможно разделить по мероприятиям, то расходы на содержание этого подразделения или сотрудника относятся к тому мероприятию, в котором это подразделение или сотрудник задействован больше, чем в других мероприятиях. А по остальным мероприятиям разносится только категория экономической бюджетной классификации – приобретение товаров и услуг. Для того, чтобы намеченные мероприятия реализовались эффективно, нужен регулярный мониторинг исполнения плана управления. Мониторинг – это не контроль, а способ получить информацию об имеющихся проблемах, чтобы вовремя их устранить. Мониторинг реализации плана управления – это внутренний процесс. Он осуществляется руководителями подразделений ОАПТ, к сфере деятельности которых относятся соответствующие задачи плана управления. Мониторинг основан на сопоставлении фактических и целевых значений индикаторов результативности по мероприятиям. Главное при этом понять причины отклонений и найти пути устранения таких причин. Пути устранения должны обязательно быть реализованы в виде управленческих решений. Помимо этого, должен осуществляться анализ ситуации с оценкой происходящих изменений в системе управления и финансирования ОАПТ, природной обстановке, социально-экономическом окружении ОАПТ, которые также могут послужить основанием для внесения необходимых корректировок в план управления, изменения в задачах, мероприятиях, индикаторах. Правильный выбор индикаторов результативности, которые нужны для мониторинга реализации плана управления, это часть методики бюджетирования на программной основе, которую необходимо изучить параллельно с этим курсом. Напомним только, что индикаторы результативности – это показатели, характеризующие степень достижения запланированных результатов или конкретное состояние хозяйства ОАПТ. Для мониторинга плана управления в разрезе мероприятий в качестве индикаторов мы используем так называемые прямые результаты, которые в основном характеризуют объем выполненных работ или оказанных услуг. На таблице показаны примеры индикаторов результативности для задач, бюджетных мер и мероприятий ОАПТ. Перед осуществлением мониторинга составляется план мониторинга, а после мониторинга – отчет. План должен включать в себя периодичность мониторинга, его цели и ответственные подразделения. Отчет освещает прогресс в выполнении мероприятий и освоении бюджетных средств, предусмотренных для этих мероприятий. Помимо табличных форм отчета, приведенных в руководстве по разработке плана управления ОАПТ, составляются отчеты о проделанной работе, в которых описываются выявленные причины отклонений от запланированных результатов, связанные с ними проблемы и предлагаемые пути их решения. Мониторинг планов управления сочетается с мониторингом бюджета на программной основе, формы которого предлагаются соответствующие инструкции. На этом мы заканчиваем третий модуль нашего курса. Здесь мы ознакомились с правилами разработки мероприятий для того, чтобы выполнить задачи плана управления, а также с вопросами мониторинга реализации этих мероприятий. Переходим к четвертому модулю нашего курса. Заключительный модуль нашего курса называется «Расчетно-технические карты мероприятий и планов управления ОАПТ». Он небольшой по объему, но очень важный. Когда мы говорили о бюджете для плана управления ОАПТ и о программном бюджете, везде упоминалась стоимость мероприятий, ежегодная сумма бюджетных расходов на их выполнение. Нужно особо отметить, что расчет стоимости мероприятий, так же как бюджетных мер и программ, значительно упрощается, если у нас есть заранее рассчитанные нормативы по работам и услугам. Именно для этого применяются расчетно-технические карты или РТК. Карты процессов являются неотъемлемой частью какого-либо технологического процесса и создаются для его выполнения в рамках производственных проектов, для выполнения некоторых видов работ,
во время подготовки строительства, для определения затрат при формировании бюджета, для разработки стандартов и нормативов работ и услуг, для контроля качества работ и услуг, создания справочных материалов, подготовка и повышение квалификации сотрудников. К нормативно-правовым основам разработки технологических карт относятся ГОСТ, СНИП и производственные нормы расхода материалов, ведомственные и местные прогрессивные нормы и цены. Расчетно-технологическая карта представляет собой стандартизованный документ, содержащий необходимые сведения и указания для сотрудников или рабочих, обслуживающих определенный технологический процесс или объект. Создается технологическая карта в виде понятной таблицы с параметрами выполнения каждой задачи. Данный вид документов создается техническими службами, а утверждается непосредственно руководителем. У ООПТ должен быть документ, регламентирующий вопросы планирования затрат на основе установленных технологических процессов и правил производства работ в лесном хозяйстве и особо охраняемых природных территориях. Таким документом будут РТК. Они обеспечат сходство выполняемых работ, используемых приемов и инструментов и, самое главное, единообразие технологического процесса, соответствующего необходимому уровню качества. РТК учитывает опыты различных ООПТ в производстве работ или оказании тех или иных услуг, используя при необходимости корректировочные коэффициенты. РТК составляется для ООПТ централизованно, чтобы технологические процессы были стандартными для всех. Если в технологических процессах отдельных ООПТ есть своя специфика, она учитывается в РТК. Вы видите на экране образец РТК для работ по посадке леса на разрушенных от деградации территориях. Она содержит точное описание последовательности работ, объем работ на единицу площади, количество требуемого материала на единицу площади, норму выработки, разряд рабочего, тарифные ставки по разрядам на выполнение работ, высокогорные коэффициенты, расчет стоимости работ с учетом оплаты труда, стоимости материала и других расходов, стоимость операции суммарно на единицу работ. Мы рассмотрели РТК технологического процесса. Теперь рассмотрим пример РТК для платных услуг. Вы видите на экране образец расчета стоимости за въезд в ООПТ. Он содержит следующие параметры. Первое. Материальные расходы, наименование материалов, единицы измерения, количество материалов, цена материалов, общая сумма. Второе. Расходы на заработную плату, должность, разряд работника, количество работников, оклад, дополнительные выплаты, рабочий стаж, классные чины, оплата персонала, 25% за ненормированную работу. Итого фонд заработной платы, годовой фонд заработной платы. Третье. Выплаты в соцфонд. А. Пенсионный фонд. Б. Фонд обязательного медицинского страхования. Четвертое. Коммунальные расходы. Наименование коммунальных расходов, единицы измерения, количество, стоимость и общая сумма. Пятое. Прочие расходы. Наименование, единица измерения, количество, стоимости за единицу, количество стоимости за единицу общей стоимости. Когда рабочей группе по составлению планов управления ООПТ и программного бюджета будут доступны РТК по всем работам и услугам, не будет никаких сложностей с планированием стоимости мероприятий. Необходимо внимательно изучить содержание имеющихся у вас РТК и применять их в ежедневной работе. Завершается 4-й модуль нашего курса, в котором вам были предоставлены расчетно-технологические карты, которые используются для стандартизации и обеспечения качества технологических процессов ООПТ и для расчета бюджета плана управления и бюджета на программной основе. На этом наш курс «Разработка планов управления ООПТ» закончен. После прохождения курса вам будет предложен тестовый опрос для проверки полученных вами знаний. Если вы не уверены, что готовы отвечать на вопросы, просмотрите курс или отдельные его модули еще раз. Спасибо за внимание и удачи вам в вашей работе!